Я сейчас хочу несколько слов сказать. Шестым пунктом. Ну, название сейчас будет чуть-чуть такое. Не всякий поймет, что я сейчас скажу, но я скажу все равно. Ай, все равно скажу. Название «Любой таджик и таджичка». Больше всего таджиков в какой стране живет? Не Таджикистан, а Афганистан. И больше всего там живет. Всего таджиков в мире сколько миллионов? Около 20 миллионов, не знаю, интернет мне так сказал. Насколько я знаю, 12 это в Афганистане. И как раз последний вот период, там есть область Панджшер, сложное немножко название. И вот это как раз область, там такие очень идут непростые бои. По сути дела, между мусульманами и мусульманами. Но в итоге между талибами и, в немалой степени, таджиками. В свое время интересно то, что те, кто знают, Ахмад Шах Масуд был такой, он сам по национальности таджик. На каком-то этапе, по-моему, даже был министр вооруженных сил Афганистана, по-моему, что ли. То есть он свою лепту внес в историю Афганистана. И 9 сентября его убили. Какого года? 2001. 9 сентября. То есть на самом деле, если посмотреть даже по датам, какая-то очень на самом деле сильная мощность была, сильная личность. Даже, потому что 9 сентября покушение, 10 он умирает, а 11 сентября 2001 года башни-близнецы в Америке, а после этого поход Америки на 20 лет на Ближний Восток и в Афганистан. Сейчас не так давно американцы ушли, 20 лет там пилили, но это мы уже все обсудили. И как раз вот эта территория, она была не подконтрольна талибам, то есть талибы область за областью быстро все взяли. А здесь как раз, и по сути интересно, я просто на неделе общался с одним таджиком, пересеклись, очень умный, грамотный человек, многого добившийся. И вот эта его боль внутренняя, она мне так в какой-то степени передалась. Панджшер, область, одна из 34 провинций, по крайней мере, Google так говорит, в Афганистане. И как раз он сам этнический таджик, и говорит, вот эта история. И интересно, говорит, то, что когда талибы начали захватывать с уходом американцев, все лидеры, практически все, кто мог, все уехали. И сам президент, да. А кто вернулся обратно, знаете? То есть из тех людей, которые может быть лидером. Да, он вернулся сын Ахмада Шаха Масуда. Когда убили отца, ему было 12 лет. Сейчас ему там 30 плюс. Он как раз вернулся, но по сути дела, с учетом сегодняшней ситуации, что политика очень грязное дело, лицемерная и так далее, конечно, там, все уже, то есть это неравные силы совсем. Тем более он сам не военный, просто из чисто таких национальных патриотических побуждений решил вернуться, чтобы хоть как-то дать отпор талибам. Но талибы, это представьте, там сколько американцы оружия оставили. Это даже сложно себе представить. Они же не увезли все это оружие. Поэтому вот эту боль я всегда, когда анализирую, как верующий человек, с одной стороны, мы испытываем, чувствуем боль за то или иное происходящее в жизни. Порой я вам эмоционально говорю те или иные ваазы на прошлой неделе. Кто-то меня понимает, о чем я говорю, кто-то нет. Но я формулирую, в том числе с точки зрения Корана, сунны, высказывания ученых, формулирую ту или иную боль, и нужно уметь ее перевести в какое-то русло. Я думаю, что для многих людей, в данном случае для многих таджиков, а их очень много и в мире,
порядка 20 миллионов и в Афганистане. То есть эта ситуация очень неприятная, очень сложная. И какой будет период дальше, талибы это очень такое. Но мировое сообщество в данном случае, оно лицемерно в том, что там ситуация с Украиной или с талибами. Настолько вот это все лицемерие, лучше вообще даже на него не обращать внимания, а просто посмотреть на простых людей, которые, конечно, окажутся в очень невыгодной ситуации, возможно, там на год, на десятилетие и более. О том, что вся эта история с Талибан позор для ислама, это я уже прошлую неделю сказал. И здесь, я думаю, что любой таджик, таджичка, люди должны вот в этой ситуации почувствовать, вот немножко так подстегнуть себя. Да? Пусть даже сегодня там ты таксист, пусть даже сегодня там ты, не знаю, консьержка там в подъезде или консьерж, или там убираешь улицу какую-то. Нет. То есть внутри должны все-таки вот проснуться созидательные, да, эти львы. То есть человек должен почувствовать эту генетическую силу таджикского народа прошлых столетий, тысячелетий, столько ученых, столько разных, не только богословов. И вот эта вот генетика и вот эта боль за то, что сейчас происходит в Афганистане, и я думаю, что для любого таджика, таджички это должно быть таким очень такой созидательной энергией, чтобы подсобраться и хотя бы запланировать на будущее, что да, может быть, сегодня ты вынужден там работать шофером там, или дворником, но это временно. Ты сделаешь все возможное, невозможное, будешь там, не знаю, вечерами читать, изучать английский, перестанешь там пить или кидать этот на свай закидывать, перестанешь курить. То есть ты вот весь свой такой, в том числе генетический, духовный, интеллектуальный потенциал пробудишь, чтобы избавиться от плохого, чтобы никогда в твоей жизни не было вредных привычек, чтобы ты ответственный был как семейный человек, и чтобы дальше уже сам пойми, электриком ты будешь, математиком ты будешь, физиком ты будешь. И вот эта боль, о которой говорил имам Шафи'и, то есть придется многие часы, возможно, месяцы, годы вот этой интеллектуальной боли, но чтобы потом среди математиков, политиков, великих физиков, да, самых разных ученых, деятелей культуры, среди писателей появились имена и фамилии таджиков, людей таджикской национальности. Это важно. Это внутри уже должно. И загореться, и заработать, и вечером не в телефоне сидеть, не перед телевизором, а понимать, что та или иная ситуация, к сожалению, порой некоторые нации просто история их стирает. Сильные нации берут, малые нации просто уничтожают, в том числе культуру. И как некоторые говорят, это просто-напросто Пакистан. В Пакистане мало территорий, в Афганистане много территорий. Надо почистить чуть-чуть Афганистан. И туда, Пакистан в том числе. Да. Поэтому простому человеку нужно боль свою не очередной сигаретой заглушать, а тем, что ты избавляешься от вредных привычек. Ты ответственен в вопросе семьи и воспитания детей. Но при этом ты конкретно. И с учетом этого аята, с учетом того, что мы говорили из высказывания имама Шафи'и, ты конкретно будешь уставать, но не в смысле там выжигать себя, а в смысле конкретно, дисциплинированно изучить. Нужно язык, нужно математику, нужно физику. Что там нужно? Вчера младшая дочка, она 11 лет, она говорит, вот там имя упоминает такой хулиган, такой-то. Рядом с ней посадили, там, ну ладно. Я говорю, хорошо, там, ей сказали, присматривай за ним. Ладно. Потом еще. А имена тех, которые самые такие активные, самые шебутные, самые это, имена мусульманские. Этот Хасан, тот чего-то Ахмед. И когда говорят, там Хасан еще какое-то имя говорил. Я говорю, что, по национальности чеченец? Нет, говорит, таджик. Да сейчас я вспомнил. То есть даже на этом уровне могут, да, появиться хулиганы, но в то же время вот весь этот внутренний заряд родители могут направить в то, что таджвид выучит, математиком станет, я не знаю, там физиком. Вот эта вся вот эта вот бунтарская суть не для того, чтобы ему через
15 лет кто-то дал автомат и сказал вот ради Аллаха. Нет, а для того, чтобы он просто взял и математику вперед подвинул и золотыми буквами вписалось в историю человечества такой-то, такой-то, там Ахмед такой-то, как раз вот выходец из Таджикистана, но образование получил в Москве. Классно же. И Москва тоже здесь пользу получит от этого. Так что это очень важно. И это для любого человека, тем более для нас, родителей, большая ответственность, которую нужно уметь взять и постараться вынести до самого конца.